Прямой эфир прошел, и теперь наступила не менее важная часть суммарной работы министерств, ведомств, всех компетентных органов. Каждое обращение не просто выслушано, его изучат и примут меры, или, по крайней мере, проконсультируют по проблеме. И вот уже первые результаты. Слово Жаридат Халухоевой. Вот уже второй год 69-летний Муса Зурабов из Кантышева передвигается только с ходунком или с чьей-то помощью. Поставленный диагноз дегенеративный стеноз позвоночного канала перевернул его мечты на здоровую старость в кругу детей и внуков. Ветеран труда, он 40 лет проработал водителем автобуса. 3 года назад по состоянию здоровья сам ушел на пенсию. Кровообращение ясно мозговое. И кишечник у меня болит, горит. Здесь весь когда тает направление, когда пострелял-с больницы. Дык может быть, дык обслуживание, что сделался, а вот тут ищет, да чего. По словам родственников, болеет мужчина уже давно. После физических нагрузок появилась боль в пояснице. То ли из-за постоянного сидячего положения, то ли по старости. Состояние осложнилось. Медикаментозное лечение ему не помогает. Наоборот, становится только хуже. Этот недуг и сподвиг Мусу обратиться за помощью главе региона на программу «Диалог с народом». Сам не делать этот раз. Так вот, предварительно здесь. Тогда я взялся. Что тебе надо обращение? Неврологи, гастрологи, это раз. Хронический кандр, болячка же. И вот он думает, что я авахчик языки. Дикий хогварюха анхатер, избанти. Обращение яйцу президента. Делал ряд сценахал, что там доктора, что он кажера. Да он хусак, доги шасак би. На обращение глава отреагировал сразу же. Уже сегодня к нему на дом направили 3 специалистов – невролога, гастроэнтеролога и терапевта Кантышевской амбулатории. Как отмечают врачи, состояние пациента средне-тяжелое. Они прописали ему ряд необходимых обследований и анализов для дальнейшего лечения. Необходимость в санаторно-курортном лечении, мне кажется, и в реабилитации больного. А так медикаментозное лечение, обследование, диагностику, все необходимые мероприятия, которые должны были провести в пределах нашей больницы, мы уже сделали. В том случае, если Муса пройдет полный курс реабилитации и при этом улучшений наблюдаться не будет, Министерство здравоохранения сделает все необходимое, чтобы обеспечить ему иногороднее лечение. Видеообращение главе региона отправила и 80-летняя Хава Хаматханова из Малгобека. Многоквартирный дом, где они проживали, попал под госпрограмму переселения граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии. В 2017 году его снесли. Возведение нового здания затянулось, из-за чего она, инвалид первой группы, живет на съемной квартире. Хотя ее видеообращение не попало в эфир, оно не осталось незамеченным. Как заверяет в Минстрое Ингушетии, строительство затянулось по вине подрядной компании. К ним уже применены штрафные санкции вплоть до уголовного дела. В свою очередь обещают сдать объект уже в конце этого года. Приносим свои извинения этим людям. При этом, когда у нас несколько совещаний было с людьми, мы им показали проект нового дома, показали этапность строительства, на каком стадии мы сейчас, что проектно-сметная документация разработана, она согласована с местными жителями. Все эти жалобы, которые проходят, мы их знаем. Сейчас дома, которые мы строим, 36 квартир, это на Базоркина 60, и на Базоркина 64 на 40 квартир. То есть мы построим 74 квартиры, мы должны передать людям. Каждое обращение так или иначе попадает к главе региона. Все жалобы изучаются. Каждый из вопросов под пристальным вниманием специальной рабочей группы. Жаридат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.